Для получения высоких урожаев огурцов и других овощных культур необходимо создать благоприятные условия. При недостатке каких-либо элементов и несоответствии требованиям каких-либо факторов, влияющих на жизнедеятельность элемента, огурцы в нашем случае часто подают нам сигналы. Таким можно отнести неправильную форму плодов, их цвет или наличие пятен, рассказывает ведущий специалист Россельхозцентра Люба Джандикова. Для полноценного развития любым растениям нужны такие основные вещества, как азот, фосфор и калий. А в первой половине вегетации особенно нужны азотные удобрения, так как азот необходим для фотосинтеза. Фосфор же нужен в течение всего периода развития, так как он развивает крепкие корни и способствует цветению и плодоношению. А вот калий как раз-таки отвечает за созревание и качество плодов. Если в подкормках не соблюдается необходимый баланс удобрений и по большей части используются вещества, которые в изобилии, например, содержание азота, а калийных удобрений практически нет, то результатом станет, что огурцы будут кривой формы. Более того, от того, какой формы получаются зеленые плоды, можно понять, в каком веществе нуждаются растения. Если огурец расширен у плодоножки, а к цветку сужен, при этом сами огурцы светлеют, а листья немного уменьшаются в размере и тоже светлеют. Это говорит о нехватке азота. Для устранения недостатков необходимо подкормить растения азотными удобрениями. Например, мочевиной. Это 20 грамм разводят в 10 литрах воды и по влажной почве проводят полив. Также быстро доставить растениям необходимые элементы питания могут и внекорневые подкормки. Это 10 грамм мочевины, разводим в 10 литрах воды и производим опрыскивание этим раствором по листьям. При нехватке фосфора плоды могут вообще отпадать, а листья становятся неестественно темно-зеленого цвета, чуть ли не черного. Хотя фосфор и необходим постоянно для образования новых цветков, роль его снижается, так как он способствует старению растения. Поэтому в период плодоношения растения подкармливают полным удобрением, в составе которого есть все микроэлементы для полноценного роста и развития. К таким удобрениям можно отнести и здравень турбо. Для приготовления раствора берется 25 грамм порошка на 10 литров воды. Желательно подкормить растения первые 2 недели после высадки, а затем уже периодически подкармливать под корень с интервалом раз в 2 недели. А вот если огурчики вырастают бочкообразной формы, такой вот, например, как груша, и у плодоножки наоборот сужен, а к носику расширен, и на краях листьев образуется желтая кайма, значит, дело в нехватке калия. Из калийных минеральных удобрений можно сделать подкормку растения сульфатом калия, калийной селитрой или золой. Часто крючковатые формы огурцы на грядке можно увидеть в конце лета или в сентябре. Связано это обычно с наступлением холодов, и тогда в корневой системе растений возникают трудности с поглощением калия из почвы. Дело в том, что при низких температурах почвы растения плохо усваивают этот элемент. И в этом случае, опять же, помогут подкормки калийными удобрениями. Это 10 грамм сульфата калия разводим в 10 литрах воды и этим раствором проводим опрыскивание растений по листу. Но не только питание, разница дневных и ночных температур тоже влияет на количество и качество урожая и на форму плода. Огурцы реагируют и на несвоевременные поливы, но и пересыхание почвы. Поливы холодной водой нежелательны, так как тоже приводят к нестандартной форме плода. Рекомендуется полив отстоявшейся водой, нагретой солнечными лучами. Своевременно замеченный и устраненный недостаток того или иного элемента либо фактора может не повлиять отрицательно на урожай. Следуя таким несложным советам, вы сможете вырастить хороший урожай на своем приусадебном участке или в огороде.